Рассказать так вкратце в течение, наверное, нескольких минут о том, как начинает свой путь спортсмен, который потом впоследствии участвует в соревнованиях, участвует в Олимпийских играх, в чемпионатах мира. И, значит, что хочу сказать. И в конце у меня есть небольшой сюрприз для вас. Это такое, все, кто присутствует, я в конце нашей беседы дам такое спортивное расписание уроков, куда вы можете вписать, в общем-то, свое расписание. Да. Ну что ж, начнем. И давайте сделаем так. Вдруг, если у кого-то возникают какие-то вопросы в ходе моего рассказа, то давайте тогда поднимаем руку, как обычно в школе это делается. И если я вдруг в другую сторону смотрю, то тогда преподаватель, наверное, этого класса, да, меня спросит, и тогда можно задать любой вопрос, естественно, по теме, которую я рассказываю. Ну что ж, начнем. Значит, естественно, я буду рассказывать на своем примере, в первую очередь, как спортсмен проходит свой путь. И, в принципе, это такой же путь, как и путь моих коллег, которые со мной участвовали, которые со мной соревновались. А может быть, это и ваш будущий путь. И может быть, что может оказаться так, может быть, даже уже оказывается, что кто-то из вас, может быть, уже идет по этому пути. Поднимите руку, кто спортом занимается, каким-либо. Отлично. Вы посмотрите, это, наверное, 90%, да, присутствующих сегодня. Наверное, гимнастика, фигурное катание. Я лыжник. Лыжами кто-то занимается? 1, 2, 3. Маловато, конечно, но остальные ребята, девочки, другие виды спорта, ничего страшного, это все очень хорошо. Любое занятие спортом и физической культурой – это положительно. Значит, начинаю свой рассказ. Жил-был обычный мальчик. Какой мальчик или такой, или просто девочка. Это не обязательно, что я про себя рассказываю, это просто именно хочу сказать, какой путь проходит спортсмен. Учился точно так же в школе, в данном случае Коми-национальная гимназия, да? А может быть просто среднеобразовательная школа, может быть еще какая-нибудь школа, начальная школа, которая учит до 3-го класса. И, значит, в один прекрасный день вдруг он понял, наверное, что нужно, кроме того, что учиться, нужно чем-то еще заниматься, потому что времени остается очень много после уроков. И вдруг в один прекрасный момент, значит, он понял, что куда-то его друзья пропадают. Как вы думаете, мы, значит, вместе, я так констатирую факт, вместе с друзьями, значит, гуляли, и в один прекрасный момент я понял, уже про себя рассказываю, да, что куда-то мои друзья ходят, и я остаюсь один, то есть я зову, пойдемте погуляем на улицу. А их нет и нет, телефон не отвечает, телефонов мобильных тогда у нас не было. И я задумался, куда же они ходят? Я спрашиваю, куда же вы ходите, товарищи, мои друзья? Они говорят, мы ходим на лыжную секцию. И я им говорю, а возьмите-ка меня, пожалуйста, я тоже хочу кататься на лыжах. Так по-простому и происходит приход в секцию или кружок. И, наверное, вы то же самое точно так же когда-то пришли, а может быть кто-то еще и придет куда-то, и не обязательно на лыжи, а может быть на бокс, может на карате, сейчас множество разных секций. И честно признаться, что тренер-то вначале мне сказал: Андрей, слушай, а ты ведь на лыжника-то не похож, наверное, ты лыжами не сможешь заниматься. Такая была реакция тренера. И может быть это в какой-то степени был такой преподавательский ход, скажем так, может это специально он мне так сказал, для того, чтобы, может быть, во мне взыграло чувство самолюбия. И действительно это так и получилось. То есть я подумал, как это я? Что это я на лыжах, что ли, не умею кататься? Нас же в школе учили. 3-я четверть. Лыжная подготовка, да? Я уже у преподавателей спрашиваю, да, правильно? И, значит, как это так во мне сыграло чувство самолюбия? Как это так? Что разве я не смогу на лыжах кататься?
действительно, я начал ходить каждый день, и потом проходил месяц, и тренер мне тогда и говорит, значит, ага, ну что ж, в общем-то, неплохо получается у тебя. Нормально, можно тебя взять, выдать тебе лыжи какие-то такие не очень хорошие, и потом посмотрим, вот как ты еще на них будешь кататься. И вот. Значит, выдали мне лыжи деревянные с рантовыми ботинками. Рант-ботинки — это те, которые застегиваются. Не знаю, сейчас уже такие ботинки редко продаются, но вот ваши преподаватели знают, что это такое. Это такие очень жесткие ботинки, в которых мозоли натираются, и застегиваются они плохо, и когда катишься на лыжах, вылетают из креплений, остаешься без лыжи. Вот. А сейчас уже более такие достаточно хорошие крепления продаются, наверное, у вас у кого-то есть, может быть, у кого-то нет. Но вот раньше были только такие. Вот. И, значит, выдали мне лыжи, пошел я кататься. Хорошие деревянные лыжи, да, до этого я покатался на не очень хороших, надо сказать. Вот. Пошел кататься и, конечно, старался показать тренеру, ну как же я могу хорошо передвигаться, как же это у меня получается, вот мне так хотелось показать, как вот это так я умею здорово. Вот. И в итоге, какова же была моя радость в том, что буквально уже через неделю тренер сказал, все, ну Трихину нужно выдать пластиковые лыжи, только пластиковые, потому что он правильно уже научился кататься. Но к этому времени получилось так, что я, в общем-то, немножко как-то, то ли в школе немножко было у меня много уроков, то ли что, как-то вот за эту неделю я позабыл про лыжи вообще. То есть я не ходил на тренировки. Вот. А мои сверстники, которые меня туда привели, они как раз мне сказали, слушай, тебе же пластиковые лыжи выдадут, ты что ты не ходишь на тренировку? Ну и вот. И, значит, я не ходил на эту секцию, я решил, пойду-ка я лучше борьбой позанимаюсь. Борьбой, знаете, есть греко-римская борьба, которая есть классическая борьба, это так на ковре борется, если уж по-простому сказать. Ну и вот, получилось так, что 3 месяца я ходил на эту борьбу, а лыжи совершенно вообще не занимался. Вот. Далее пошел на бокс. И благо, что у нас в Воркуте раньше существовал такой прекрасный дворец пионеров, в котором было множество секций. Вот как раз борьба и бокс были именно во дворце пионеров. И вот это множество секций как раз послужило тому, что я стал очень хорошо физически развит. Вначале борьба, потом бокс ходил еще 3 месяца. Нет, на бокс чуть попозже, где-то полгода, месяцев 6 где-то так ходил. Следующая секция, я пошел на картинг, где мы ремонтировали машины, собирали, катались на них и так далее. Естественно, там был тоже преподаватель у нас. Следующий мой кружок был еще через 3 месяца, это судомодельный. После судомодельного я пошел на авиамодельный. И параллельно проходил через зимний сад, поливал цветы там, в дворце пионеров. Нет, еще был автомодельный. У нас был такой, вот где-то такое помещение, как этот актовый зал. Был такой трек, по которому катаются машины. Это вот сейчас мальчики играют в компьютерные игры, которые на экране, да? А раньше у нас было это все живое, настоящее, натуральное, просто это занимало вот такое вот пространство. Вот буквально трек был, существовал вот такие вот, точно такие же горки, как сейчас в компьютере. Ну, конечно, компьютер имеет большие возможности, но вживую это выглядело очень здорово. И вот, значит, я ходил на этот автомодельный, и потом опять проходил через зимний сад, еще раз поливал цветы. Вот такое вот количество секций и кружков у нас было. Нет, еще забыл плавание. Еще на плавание ходил 3 месяца после, значит, после того, как после автомодельного, после того, как сделал свою модель автомобиля. Вот. И, значит, уже ближе к весне, когда морозы спали, в Воркуте очень большие, сильные морозы, -40
раньше были. Морозы спали, думаю, ну что-то как-то вот мне уже не очень интересно. И ребята, которые ходили на лыжи, они говорят, ну приди, там тебе пластиковые лыжи тебя ждут. Приди, тебя же ждут лыжи пластиковые. Вот. Прихожу, я мне тренер говорит, ну вот, Андрей, все, приехали, до свидания, ты не тренировался, что теперь делать будем? Вот. Я хотел тебе лыжи дать, придется тебе опять потренироваться на деревянных. Я говорю, ну ладно, все, теперь я уже точно буду тренироваться. Все, значит, стал на лыжи, и вот это, наверное, мое решение, оно где-то было, вот сейчас здесь 6 классов присутствует, да, а мне это решение пришло в голову в 7 классе, ну, на год старше вас я был, то есть практически такой же, как вы, на год старше, да.